самое главное, с чем мы вас сегодня будем знакомить, это, конечно же, с представителями некого загадочного народа, которые сегодня пришли к нам в гости в рамках проекта «Москва международная». Ты знаешь, я в Яндексе набрала название этого народа талыши. И среди поисковых запросов вышел талыши, кто они? То есть, знаешь, вот как-то прям вот все таинственно, вот даже магия какая-то. Это загадка. Единственное, что я знаю, и то только благодаря тому, что талыши когда-то уже принимали участие в наших эфирах, что среди них как-то принято вот до 100 лет доживать, это нормально. Ты же мне сказал до 104. До 104. До 104. Это женщины. Женщины всегда дольше немножечко живут, а мужчины вот до 100. Но ведь дело-то в том, как они живут. Понимаете, качество жизни. Рецепт нужен. Рецепт счастья. Как же жить, чтобы прожить так много? Для этого мы переносимся сейчас. Мы переносимся, да? Переносимся, там все готово? В нашу вторую студию. Поехали! И там нас ждет Руслан Орехов, который сейчас представит своих гостей. Помидоров, прежде чем я представлю наших гостей, я тебе передаю привет от наших гостей. Тебя помнят, спрашивали, где ты, как ты. Когда увидели, сказали, что помолодел. Тебе хорошо. Спасибо вам большое. Наши гости я скажу, чего не сказал вам Орехов, что он давно замыслил путешествие в ваши края. Что я обещал приехать и не приехал. Но вот сейчас я расскажу, куда я обещал приехать. Теперь приехали за тобой, Руслан. Отсюда прям и отправимся. Итак, сегодня у нас в гостях талыши. Прекрасный народ, который живет на юге Азербайджана и на севере Ирана. Вот я все правильно сказал. И я сейчас представлю наших гостей. Не спеша, спокойно. Первый — Амид Гасымов, рэпер, основатель талышского рэпа. Рамзи Джабарлы, музыкант. Здравствуйте. Адиль Насиров, руководитель Талышской национальной культурной автономии в Москве. Здравствуйте. Бугар Салаев, историк, исследователь, руководитель Союза талышской молодежи. Закир Насиров, фотограф. Анар Байрамов, ресторатор. Особенно мы любим здесь рестораторов. Особенно. И Гамлет Мамиев, представитель Союза талышской молодежи. Здравствуйте. Все, кто помнит прошлый приход наших гостей сюда, знают, что у талышей молодежь это где-то лет до 50, потому что живут они до 150. Но это все потом. Вот познакомились, петь сегодня эти серьезные люди не будут, только артисты, специально предназначенные для этого, которые пришли. Так что, Помидоров, вам слово. А может, мы споем? Попозже, подожди. Руслан, а то мы можем. А где же прекрасная представительница талышского народа? Знаете, как-то вот все в природе уравновешено. Если вы вспомните наш предыдущий эфир, когда приходили в гости на представителей Коми, там были одни женщины. Знаете, где-то одни женщины, а где-то одни мужчины. И это в глубинном смысле правильно. Русланушка, представляйте, пожалуйста, дальше ваших гостей и рассказывайте нам, пожалуйста, как живут талыши. Зачем я буду рассказывать, когда тут такая представительная делегация? Но первым слово я хочу дать Адилю Насирову. Пожалуйста, вам слово. Расскажи, как самому старшему из присутствующих спасибо здесь. За предоставленное слово. Во-первых, я хочу вас всех приветствовать и сказать огромное спасибо за то, что предоставляете нам такую возможность, чтобы рассказать о нашем народе, о его культуре, о кухне. Вот. И в прошлый раз вы нам предоставили возможность, у нас много талышей было, которые бы нас и там обрадовали своими приветствиями. Им тоже было очень приятно, что программа такая хорошая. И более того, я вам скажу, вот программа ваша еще больше объединяет талышей. Я имею в виду в позитивном плане. Вот, когда мы рассказываем о наших там встречах, вот, и более того, когда мы рассказали в прошлый раз о нашей культуре, наш народ имеет сейчас возможности еще возрождать в России нашу культуру. Вот многие сейчас звонят, рассказывают, что вот благодаря вас мы начинаем опять вспоминать
вот было там старые времена, как собирались, праздники. Вот, я хочу еще поприветствовать всех, кто сейчас в режиме онлайна смотрит передачу «Вечерняя Москва». В этом году, благодаря, может быть, даже благодаря «Вечерней Москве» мы здесь провели древнейшие праздники, там Рюкачала, Йолачала. Поэтому я еще раз хочу всем сказать спасибо, кто здесь. Вот особенно Анар у нас, ресторатор, сильно постарался. Так, извините, что перебиваю, но вы говорите так спасибо, как будто мы заканчиваем. Мы только начинаем. Я хочу всем сказать спасибо, что сегодня эта программа у нас состоялся. И, знаете, спасибо. Так, мы не говорим до того, как она состоится, что она состоится. Но мы, конечно, рады, что пришли и очень тронуты тем, что наши скромные усилия помогли какому-то такому сплочению. Мы тоже очень тронуты. Хорошо, давайте тогда. Тогда продолжаем знакомиться, вернее уже, как сказать, еще больше узнавать друг друга. Вот сейчас вот просто давайте уже, раз кадры такие идут, это ведь, как сказать, Талышистан? Как правильно назвать эту местность? Да, Талышский регион. Талышский регион, да. Это... Знаете, как мы говорим, для тех, кто только что к нам присоединился, в двух словах вообще, где живут талыши, сколько их? Лучше наш историку, слово историку. Специалист, да. Нет, знаете как, слово историку, но каждый может добавлять и... Само собой, да. Он Я разрешил. присоединяюсь к благодарственным словам и вот благодарю вас от имени Союза талышской молодежи, что второй раз нас вот удостоили вот чести вот посетить вас. Да, вот указанный вот регион, он в исторических источниках называется Талыш или как Талышистан. Занимает юго-восточную часть Республики Азербайджан и северо-западе Иранской Исламской Республики. Это такая узкая вот полоса, которая тянется вот шириной около 100-150, скажем так, километров и где-то 400-500 километров по берегу юго-запада Каспия. Ну, у вас там, по-моему, я просто помню, и сейчас вот на кадрах было видно, по-моему, у вас самые там красивые места. Дело в том, что там проходят, то есть вот почему вот такая вот узкая полоса от всей остальной вот территории, там отделяют вот этот вот регион Талышские горы. И Талышские горы, они способствуют тому, что они вот задерживают, значит, облака, которые... Да у вас там субтропики. Из-за чего, да, вот обильные вот дожди и субтропики. В то же время это вот регион с желтоземом и красноземом. Поэтому там как раз таки вот горные субтропические леса. Вот что вы, скажем так, вот видите на данный момент. Ну, тогда, так сказать, раз, так сказать, слово историка, откуда пришли или, так сказать, как давно там живут талыши? Талыши издревле живут на этой территории. Талыши, как потомки, есть теория, например, вот Иванова и Гамкралидзе про индоевропейскую, скажем так, вот родину. Данная теория основывается на том, что вот родиной индоевропейцев является Передняя Азия, и часть исследователей считают как раз таки Каспиев, племя вот Каспиев, одним из таких племен. Но в то же время уже с древности, как из древнегреческих источников становится ясно, что уже Каспии, они нам знакомы, вот как иранцы. Все их вот нам знакомые имена и обряды, и, скажем так, традиции, это все традиции вот иранских народов. К слову сказать, одна из теорий, которая указывает, что в корне слова «Каспии» слово «асп», то есть, что на вот иранских языках и на талышском это лошадь. Лошадь в среде вот древних вот иранцев имела вот особое вот место, какое-то даже, скажем так, вот священным вот животным считалось. И даже было много вот личных имен, связанных вот с этим вот животным, да. Хорошо, но это все-таки, вот если все-таки какие-то века назвать, это какой там сейчас век? Я скажу, например, даже если сказать не по племенам, а по под государствам, вот древнейшее вот государство, которое там существовало и вот доходило до Каспийского моря, ну, как, скажем так, по теории Грантовского. Это государство
Зикирту. Это вот 9-8 век до нашей эры. То есть это где-то 10-12 тысяч лет назад? Нет, 3000. 3000. 3000 лет назад, да. И далее идет, кстати сказать, например, вот говоря о государстве Зикирту, это вот то самое вот государство, вот, которое, скажем так, при союзничестве вот Урарту, тоже одно из древних государств, оно вот оказывало вот сопротивление империи вот Ассирии. Далее можем сказать, если вот на то же, то есть я, скажем так, вообще вот территория проживания этноса талышского, она намного вот шире, чем сейчас. Да, это наш второй вопрос, а где сколько в России, сколько в Москве и так далее. Ну, я пока веду, скажем так, со стороны временности, да. В то время было, скажем так, вот обширно, да. У нас нету 3000 лет. Ну, тогда я, скажем так, просто перечислю. Это вот Каспиана, страна, там после вот Зикирту, на одном и том же, скажем так, вот регионе. Далее страна Муган, которая с 3 века по 13 век нашей эры уже. И далее уже вот непосредственно, скажем так, современное вот название, это вот Талыш или вот Талышистан. Угу. Хорошо. И тогда вот про язык немножечко расскажите, потому что, так сказать, чем отличается, на что похож, кто вас понимает, кого вы понимаете, пожалуйста. Талышский язык, можно сказать, один из древних языков мира. Она входит в индоевропейскую языковую группу. Но вот из современных языков какой ближе всего к вам? Самые близкие языки из современных считается иранская языковая группа, а так индоевропейская языковая группа. И ну вот сейчас у нас табличка, да, и мы какие-то соответствия даже в английском. Талышского языка и языка Авесты. Талышский язык считается прямым наследником или самым близким родственником языка Авесты, который сохранится в таком виде, как талышский язык. И некоторые лингвисты мира про древних языках говорят так: если язык намного короче, более простой, оно более древний, языком можно ее считать. А в талышском языке, можно сказать, все слова состоятся из одного гласного и одного согласного. Вот все слова. То есть нету длинных слов, да, вот составных каких-то? Длинных слов есть, ну, максимум 4 букв. Это, вот может, сразу, это как-то облегчает обучение, изучение этого языка? Намного облегчает. Даже вот смотрите, если пример показать современным миром, скажем так, маленький ребенок, да, мы начинаем его обучать. Папа, мама и дальше. Вот, скажем, мы ребенку говорим папа. Он сначала как говорит? Па, ма. Вот на талышском языке папа это па, мама это ма. На русском мама, папа, фаза, маза, брат. В талышском языке бра. Всего 3 буквы. Да. И так дальше. Вот многие, вот, например, гласных сколько у нас там? 7-8 гласных. Да? Вот каждая гласная – это одно слово. Женщина. Да? Ну, это похожие слова к русскому. Вот смотрите, клубника. Так. На талышском языке это одна буква «э». Клубника, стробери. Древнее какой может быть? Скорее всего... А мы, знаете, у нас еще такая, так сказать, помидоров особенно любит, так сказать, он потом не может воспроизвести, но тем не менее. А можете вот для наших зрителей, вот, так сказать, просто сказать, там, здравствуйте, дорогие зрители сетевого вещания, ну там просто телевидение «Вечерняя Москва», вот на камеру. На талышском? На талышском, конечно. Салам алейкум, хурматна талышон. Вечерняя Москва, велиши дьякардакасун. Или общие похожие слова на русском. Смотрите, вот так. Ты меня видишь? Да. На русском языке. А на талышском ты не видишь. Нет, ты меня видишь. Вот общие слова, вот похожие слова на русском. Да? Вот, например... Слушайте, мы вообще, получается, на одном языке разговариваем. Смотрите, древний славянский язык. Да. Есть там слово «аз». Я. Да. Вот на талышском мы говорим «аз» о себе. «Аз». Да. А на талышском ас так и осталось. Так же остался. А знаете, вот еще такие, пару, вот, в завершение пару слов. Здравствуйте, спасибо. Ну, здравствуйте и спасибо. Главные слова. Я даже попробую записать, чтобы потом воспроизвести. Как? Ну, если здравствуйте. общем брать, как у всех мусульман, скажем, да, салам. На талышском. Да, салам алейкум, понятно. А вот на талышском? А на талышском будет, точнее, чкош, или как? В город. Точнее, как на талышском. Чукош? Чукуш? В древности говорили друд.
Это зарастрийский. Салам алейкум, это потом. До это, в роду общем, было мусульмане, такое, как да. всё принято. Это похоже на доброе вот утро, например, да? Чукуш. Хорошо. И еще... Спасибо, это вот сипас. Как? Спас. 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 На Спас? талышском, Спас, да. это спасибо. Курды используют. Хорошо. Мы Тогда тоже я сейчас скажу вам спас, просто передам нашей другой студии, потому что журналисты, они тоже пришли не с пустыми руками. Надо дать им рассказать и свои истории. Пожалуйста. У нас в гостях талыши, кстати, в чате пишут. Подождите, Руслан. Добрый день всем талышам. Здравия всем вам. Я горжусь вами. Спасибо, что представляете наш народ. Удачи вам во всех начинаниях. И просят рассказать про Сону Талышинскую. Кажется, я правильно сказал. Талышханову. Нет, а вот и исполняются потом, исправляются. Талышинскую, да, или Талышинскую, как правильно? Ну, Талышинскую, да, была такая вот красавица, которая вот она уже рассказывает. случайно, скажем так, вот приняла участие на конкурсе вот красоты сначала в городе Баку, там победила, потом в городе Тбилиси, далее Санкт-Петербург и Париж. И стала мисс мира в 1912 году. Вот это мне понравилось, вот это случайно. Просто шла за хлебом, зашла, перепутала дверь Да, на и самом победила. деле все Да? случайно было, практически так можно Ну, сказать. вот знаете, мы сейчас меня тут пока корреспондент рассказывает свои новости, я тут немножечко изучал талышский язык. Действительно, очень много корней, числительные, обращения, и мы, и ты, и вот это про родину. Вот расскажите еще раз, пожалуйста, вот как это? Да, родина. Значит, много, вот, как сказали, слов, да, они очень похожи, совпадают. Обозначение на талышском языке родина слова. Ро – это дорога, ди – это деревня, родная деревня. А на нашем языке это мать, святой мать. Это вот так. Понимаете? Дорога матери. И Вот, когда вот какие-то родного такие, матери, да, вот когда в такие Да. глубокие древние языки погружаешься, и начинается какой-то смысл всплывать, и уже на все Да. смотришь немножко по-другому. А вот микрофон, да, меня предупреждали, что я нахожусь уже сейчас в древней древности фактически. Скажите, ну ведь когда, так сказать, так все серьезно, значит, и этикет какой-то должен быть. Как обращаться, как здороваться, я не знаю, как подходить к старшему, как отходить. Пожалуйста, расскажи. Конечно же, есть вот особый, скажем так, Извините, как этикет. гостю, знаете, я же все-таки Да. собираюсь, вот как гостю правильно войти в дом, что можно сделать, что нельзя сделать, на что можно согласиться, чего нельзя отказываться, вот все. ну, если исходить, скажем так, вот как было раньше, хотя и частично сейчас тоже так, особенно когда гость приходит, скажем так, вот, и это, скажем так, вот косвенно вот ответ на ваш вопрос, почему нет здесь вот женщин. Вопрос звучит у многих наших зрителей, да. Женщины не входят вообще к гостю, то есть отдельно бывает там комната, харам называется, то есть именно женская часть находится в той части, скажем так, вот дома, а мужская часть именно специально в каждом доме вот обязательно должна быть гостиная. Это вот зал большой, и гость находится там, делается все, чтобы не нарушить там покой гостя. Даже был такой случай, как раз таки из вот представителей талышского ханского рода, когда умер его брат. Умер его брат, но в тот же момент он позвал, скажем так, вот, гостя с другого города. В тот же день пришел. Он сделал все возможное, чтобы гость не узнал, что в его доме траур. И вот труп... То есть гостя нельзя беспокоить, Нельзя то есть это как беспокоить. бы И проблема труп семьи, это выносили проблема через, семьи. окошко, скажем так, крайне там комната, и гость не узнал, что в этом доме был вот траур. То есть вот до такой степени, так сказать, нельзя его Хорошо, как Но гость... это было, скажем так, практически у всех кавказских народов, ну как есть, то есть, скажем так, вот гость святой. Да, и в том числе у нас тоже. Хорошо, между талышами, старшие, младшие, там, я не знаю, женщина, мужчина. Например, если, скажем так, касаться вот этикета, я вот коснусь, ну, все мы не сможем, но, например, обычай, как здороваться нужно. Да. Например, если идет вот друг к другу, скажем так, навстречу младший, старший, сначала словесно младший приветствует, потом старший, это вот обязательно. Сейчас, секунду, чокнайшон. Чокнайш, это как это... ты, А чокнайшон, это вежливо. как вы уже, да. Это как вы здравствуйте, ага. И
Но при этом, если старший не протянет, скажем так, вот руку, младший не имеет права вот первым там протягивать руку. А вот это вот старший протягивает или не протягивает, это он таким образом как-то выражает свои отношения? Там, типа, ты, если ему руку не протянул, это означает, что там младший как-то ему не нравится? Или это просто, ну, не протянул, не протянул? Нет, нет. Но это, опять же, скажем так, зависит вот от возраста. Например, если вот парень вот подросток или вообще Ну, ребенок, подростки, да. старший может вот и протянуть, и нет. Или, может быть, это вот группа старших, то если один старший, скажем так, протянул, то и с другими нужно, скажем так, здороваться. Они могут, скажем так, вот просто словесно поздороваться. И еще, например, если идет группа из 5 человек, и к ним навстречу вот один, то один должен первым, скажем так, вот их приветствовать, а дальше группа их приветствует. Все это вот действует. Дальше, если вот женщина первое не приветствует, скажем так, приветствует, нет, я ошибался. Если женщина, скажем так, сказала салам, то мужчина ее должен приветствовать, но не более чем салам. То есть не салам алейкум уже. А, то есть вот это вот паритет, да? Сколько Да, она стоит? да. Если она сказала салам алейкум, то и мужчина может сказать вот салам алейкум. То есть не надо, так сказать, добавлять ничего Добавлять, такого да, в тут отношения. запрещается. Хорошо. Насколько строго это все? Вот знаете, как сказать? Ну, сейчас период, вот, скажем так, глобализации, сами знаете. Ну, знаете, глобализация, а начали мы все-таки с приветствия, которое говорил старший. И вот насколько, там, я не знаю, за столом это все, так сказать, важно. Насколько, так сказать, старший там разрешает или не разрешает что-то. Вот. За столом, если старший заходит, младшие, в том числе вот и женщины, они встают. Старший сначала, скажем так, садится во главе стола. Он, ну, скажем так, в традиционных вот семьях сначала вот молитва, то есть, скажем так, хвала Аллаху. Дальше, скажем так, начинается вот трапеза. Старший разрешает. То есть он должен подать знак какой-то, да? Он должен сказать? Да, показать другой, или же вот сам, скажем так, хлеб берет и его уже ломает хлеб, и все, начинается вот трапеза. Ну, это все могут участвовать. Я, конечно, беру на себя смелость, так же, а то мы нагрузили историка. Но, в принципе, насколько вот все вот эти вот нюансы, потому что я сталкивался с тем, что там люди могут быть там с разницей в возрасте, там, не знаю, в месяц, да, ну, там, у других народов. Но это уже важно, потому что вот я старше тебя на месяц, поэтому я главнее тебя, там, и я буду, так сказать, тебе говорить, чтобы ты там пошел, что-нибудь принес и так далее. Вот насколько у талышей такая же ситуация? Все молчат? Я просто... Микрофон, пожалуйста. Я вам скажу, это все большинство случаев зависит от того, что человек в какой семье воспитывался. Угу. Вот это тоже много значит. Даже, ну вот в традиции такого. Ну, обязательно. Угу. Потому что эти традиции нам и помогают все это сохранить культуру. Если мы как бы перестанем, да, вот, уважать свои традиции, вот порядки, да. но это мы можем разрушить. Согласен. Но вот насколько в традиции вот есть такое, вот эта вот маленькая разница уже имеет такое принципиальное значение? Ну, не настолько принципиально, но мы пытаемся придерживаться к этому. Это помогает. Угу. Это нам помогает и в общении, и как строить отношения. Вот хорошо. Это нам очень помогает. Адиль, знаете, я все-таки, молодежь молчит, я не могу ее указывать. Я тогда буду обращать к вам, а вы будете вот показывать кому... Можно, да? Здесь можно. Ну, хорошо, мне разрешили, так что вот и раз я пользуюсь... Ну, по нашим меркам вы тоже аксакал. Да, совершенно верно. Вам можно. Я даже не знаю. Мы сейчас уточним, по каким меркам я оказался аксакалом, но тем не менее. Сеперищ. На талышском говорят сеперищ вообще правильно. Как? Сеперищ. Сеперищ. Хорошо. И данной мне властью я тогда объявляю музыкальный номер. Пожалуйста. Амид, да, Амид. Подождите, будем рэп читать или будем музыку играть? Решайте сами. Музыку сначала. Давайте с музыки начнем. Пожалуйста. Так. Да, Рамзи Джабарлы. Пожалуйста. Музыкант, да, выходите к инструменту. Пожалуйста. Вот национальный талышский, видимо, инструмент. В каждом селе. В каждом селе есть такой.
знаю, как у кого, такое ощущение, что космос открылся. Вот, и это была такая замечательная пауза. Александр Александрович, мы обещали с темы музыки, да, Но, продолжить. знаете, сейчас я должен все-таки пояснить. А вы чем там занимаетесь? Меня причислили к сакалам. На самом деле на талышском это сипириш. А сипириш, как выяснилось, очень просто расшифровывается. Сипи – белый, риш – борода. Вот, у меня есть усы помидоров, а вы зря не отращиваете. Вы же там тоже, может быть, Я седой могу. внутри. У меня дома лежит белая борода. Если что, я Тогда ты могу. Дед Мороз, а не Дед сипириш, Мороз, да. понимаешь? Это другое совсем. Руслан, кстати, давайте, пожалуйста, давайте спросим, с вашего позволения, у наших гостей, здороваются все-таки с женщинами талыши или нет? А то в чате разное пишут. Еще раз для тех, кто не понял, пожалуйста. И правда ли, что чем женщина тише и молчаливее, тем больше ей почет? Да, И женщины Хором всегда говорят, правы. да. есть, скажем так, вот как гласит пословица, что скромность украшает женщину. Вот это вот как раз про талышских вот девушек. Я думаю, что это вот общее принято для кавказских народов всех, насколько я знаю. А что касается насчет того, вот как здороваться, я повторюсь, что сначала, если вот женщина, вот она поздоровалась, ну это вот как, скажем так, по обычаям. Если сначала должна вот женщина, если она вот поздоровалась, то после этого вот мужчина имеет право принять, и, то есть ее вот приветствие. Но опять же там условие, что чтобы, скажем так, приветствие вот мужчины не было больше, чем приветствие женщины. Салам значит вот салам. Если вот салам алейкум, то салам алейкум, но не более. А вот да. И еще только иногда микрофон включите. Но насчет как здороваться, но я скажу то, что вот как я это все знаю и вижу, да. Талыши вообще в этом отношении очень демократичный народ. То, что там здороваться, где-то какие-то ограничения. Но мы своих женщин всегда, как сказать, даже выше себя всегда ставим. Потому что женщина – это все. Женщина – это мать, женщина – это жена, женщина – это дочь. Но как можно сказать, что там какие-то там… Это уважение. Никаких ограничений абсолютно просто не существует. Нету такого. И мы всегда хотим, чтобы наши женщины, мы хотим, не работали. Потому что для этого есть мы. Мы должны работать, обеспечивать ее, делать для нее все, создавать комфортные условия. А женщины хотят работать? Вот. Ну, может, какая-то хочет, какая-то не хочет. Но у меня жена работает, допустим. Но, ну, хочет, нет проблем. То есть это личный ее выбор, личное ее поэтому желание. талыши – это демократичный, абсолютно демократичный народ в этом отношении. Кстати, эти вот ограничения, вот на первый взгляд, то, что, скажем так, вот кажется, на самом деле это как раз-таки все для того, чтобы вот оберегать женщину. То есть уже как бы вот общение как-то вот ограничивается с чужими или более-менее. То есть она так, сама вот решает, людьми. насколько, так сказать, общение там широкое. То есть если она не хочет этого общения, не сказала здравствуйте, Ну, то это по и… обычаям все это было, да, все это было так. Но сейчас, вот, скажем так, вот опять же я повторюсь, что процесс глобализации, но опять же многие вот семьи, они стараются как-то вот поддерживать, скажем так, традиции. Потому что вот традиции, они все же подкрепляют вот семейные вот ценности. И семья становится намного, Крепким, да. намного вот крепче. И это, скажем так, вот на сегодняшний день вот очень вот актуально. Вот когда глобализация, она влияет на семьи. Разрушает. Вот граница между вот родителями, скажем так, между мужем и супругой, то есть то, что вот нельзя, она вот становится вот спускается. Далее вот граница между вот детьми и вот родителями, все это стирается, все это ведет к тому, что семьи разрушаются. То есть цель основная, вот сохранение самой основной Крепкой семьи. ячейки вот общества, семьи, все направлено вот в эту сторону, вот в эту цель. Спасибо. Ну что же, а теперь от семейных исторических ценностей к космической музыке талышей. Рамзи, вам слово. Просто, так сказать, как сказать, расскажите о музыке, да, вот на что она похожа, или, так сказать, какие инструменты. Вот тот электронный духовой инструмент, какой инструмент он имитирует, вот какой, так сказать, это был бы, если это был бы настоящий. Добрый вечер, я скажу. Это музыка наша, это деревня вот персидская, иранская музыка, вот очень, они вот корни оттуда, мы вот берем музыкой. Ну, играем всякие музыки.
Вот и рассказ о древней, глубокой музыкальной культуре талышей. Лаконизм. Ваше разрешение, я добавлю несколько Да, слов, пожалуйста. Как бы там помощи Ремзи, да. Что на самом деле хотел рассказать. Значит, так как вот мы отметили, что талыши вот иранский народ, естественно, мы принадлежим к большой иранской вот цивилизации. И, естественно, и музыки наши, они иранские. То есть иранский, вот имеется в виду не государство Иран, а вот культурный Иран, он намного вот шире. Он намного шире. И вот охватывает все иранские народы и даже некоторые вот соседние народы, вот, на которые она повлияла. И у нас у талышей в основном было два центра вот музыкальных, то есть и вот эти вот центры, они как-то, их стиль отличался. Это в первую очередь непосредственно вот область вот талышей, и вторая область, это область вот талышской вот этнографической группы Тайти, это область вот Дейламана. Это где? Это вот в Иране, это самый юг Талышистана. Самый юг Талышистана. Там музыка вот дейламанская, она вот отличалась большей воинственностью. В принципе, там дейламанцы, они вот делемские талыши, они как раз таки испокон веков своей вот смелостью, своим вот боевым духом особо отличались от всех, ну, от многих народов, соседних народов. Давайте немножечко разбавим разговор видами, так сказать, местности. 22-й ролик, и если кто-то узнает что-то на этих фотографиях, пожалуйста, комментируйте. 22-й ролик. Что это, где это, рассказывайте. Пожалуйста. Руслан, но вообще я хочу вернуться вот, к началу нашего разговора. Я хочу сказать, что Господь Бог приберег эту территорию. Это рай, так как рай всегда он недоступен. Поэтому вот, территория такая, она исконная, она не тронута, она не испачкана цивилизацией. И когда закончатся все эти курортные поездки, там, Турции, Египта и уже так далее. Уже закончились. Вот, уже закончились. Так, самовар-то тут при чем? Ладно, потом расскажете, да. Да, и все взгляды вот мы направили вот в эту зону. Самое красивое место, горы, воздух. Ну скажите, а вот, ну хорошо, ладно, мы уже немножко касались в прошлой встрече, но вот приехал турист, все равно же, знаете, одно дело, когда ты приехал, вот тут тебе... Там уже ждут. Уже ждут? Отели, гостиницы, зоны, там... Вот эта вот крепость старая, это что? Это... Микрофон, пожалуйста. Вот, нет. Это крепость Рудхан, вот из средних веков. Она, вот эта крепость, скажем так, находится вот в иранской части Талыша. Вот этот город, вот Масуле, он уже внесен в список вот памятников ЮНЕСКО. Тот город Масуле, который вот был показан. Это вот тоже... Да, иранская часть Талыша. А вот эта лесенка, я не знаю, если вы знаете, где это, вот дорожка такая была, вот, ну, через по горе. Это крепость вот Рудхана. А, то есть крепость. Да. Слушайте, ну... Рудхан. Красиво. Что тут можно сказать? Красиво. Надо ехать, да. Значит, пока мы собираемся... Там есть фламинго. Где есть фламинго? Не скажу, где есть фламинго. Приезжайте, посмотрите. Это так называется? Есть знаменитый Казалагашский заповедник, который находится в Ленкоранской зоне. Это как раз вот территория, где проживают талыши. И туда... каждый год прилетают фламинго на зимовку. Не газалагач, правильно газалагаз, то есть фламинго. Да. Название его вообще фламинго, газалагаз. Газалагач. Хорошо. Золотой гусь. Ладно, ну что же, ну, так сказать, как соловья баснями не кормят, да, а мы все-таки хотим, чтобы музыки. Итак, талышский рэп от его основателя, да, Амид Гасымов, пожалуйста, показывает. Итак, еще раз. Амид Гасымов, рэпер и основатель. Амид ТТ. Амид ТТ. Да. Хорошо. Пожалуйста, вам. Helikopter
Спасибо. Браво! Помидоров. У меня, конечно, вопрос, о чем песня? Сейчас Вкратце, Амид хотя бы в вернется припеве. к микрофону и расскажет. Пожалуйста. Если это можно кратко изложить, пожалуйста. Эта песня называется «Клуб». Я знала. Вот и все. Клуб, отлично. Парни Я поехали в клуб. угадала. А девчонки могут танцевать под эту песню? Это я клип снял, это Москва-Сити. Это, О. ну да. Хорошая Отлично. декорация, современно. Значит, в чате пишут... Сейчас, Помидоров, подожди. Ну, что нужно набрать в поиске, чтобы найти этот клип? Ютуб вообще Амид ТТ по-английски. Амид ТТ по-английски. Амид ТТ. ТТ. А вот А спрашивают. вот у нас здесь задают вопрос наши коллеги, а что там про клуб, что клуб? Они просто никогда не были в клубе и хотят узнать, что в вашей песне поется про клуб. Что происходит в клубе? В Талышском клубе. А если вы покажете сразу всех гостей, там такое происходит, что ни сказки сказать, ни пером Что описать. это надо видеть? Значит, пишут Амид Forever, так? Пишут еще вот, в общем, респект. Спасибо вам большое. А мы переносимся во вторую студию, где сами талыши нам сейчас все расскажут о себе с помощью Руслана. Руслан. Нет, все не расскажет, и практика показывает, что это очень скромные люди, они будут молчать до последнего. Но вы должны и все только, выведать, пожалуйста. Когда на них не смотрит камера, они рассказывают и про свой Новый год, и про то, что Александр Македонский, и про то, что, в общем, про все они рассказывают, и... А сейчас, видите, сидят скромные, молчат, вот такие вот, да. И когда Лена говорит, так сказать, про еду и говорит, приглашаем, это все это было. А сейчас нет, а сейчас они скромные. Самые скромные люди, да, это талыши. Правильно я говорю? Да. И даже да не скажут. Ну, давайте так. В меру скромно. В меру скромный, В меру да. скромный. Быт, вот так сказать, традиционный быт. У нас есть ролик, давайте его посмотрим и, пожалуйста, прокомментируйте. 23-й. Вот, вообще, так сказать, с каким он схож, так сказать, где, как вот это, вот, насколько вот традиции близки с соседями, и чем вы отличаетесь? Во-первых, вот талыши это земледельческий народ. То есть вот кочевой быт нам не был свойственен. Единственное, это отгонное скотоводство, скажем так, имеется в горах, которые в Муганскую степь и обратно в Талышские вот горы. Это где-то вот расстояние 150 метров. Что на этом поле? Можете сказать, если понимаете? Помидоры? На этом поле, да. Ну, скажем так, вот у нас земля очень благодатная. Да, растет практически, можно сказать, все. Даже вплоть до вот киви. Бананы растут, но не созревают, да. Даже такое, но все равно очень много растет.
Кстати сказать, в Советском Союзе бывшем было 2 чайные вот базы основных. То есть там, где вот чай рос. Это вот Грузия была, Западная Грузия, и вот Талышстан наш. Кстати, извините, вот сейчас вот промелькнула девушка, она Да. же блондинка. Насколько это правда? Это может быть талышка? Да, конечно, часть талышей, они вот обладают светлой вот пигментацией, то есть там волосы, глаза, это вот свойственно, в частности, то есть в большей степени вот горным талышам. Есть такое, кстати, вот вы спрашивали там про самовар большой, который был. Да. Самовар, так, вот как раз таки связано с чайными, скажем так, традициями, что то, что это была вот чайной вот базой Советского Ну, вот Союза. это какая-то, так сказать, исконно талышская штука самовар, или все-таки это заимствованная? Скорее всего, заимствованная с Россией. Сейчас, знаете, Я думаю, да. А знаете, как Заимствована, скорее и всего. вот совет, как общаться с талышами, Да. скромными, в меру скромными людьми. А какой сегодня исторический день вот у нас? По Сегодня календарю? день вот заключения Туркменчайского мирного договора между вот Российской империей и Иранской империей, по которому часть земель, то есть ханств, которые существовали в Закавказье, они отошли к Российской империи. А Талышское вот ханство было единственным ханством, которое вот разделено было. То есть все ханства или вот полностью отошли к Российской империи, или полностью к Иранской империи. А Талышское ханство было Но именно вот разделено. тогда, благодаря тому договору, мы имеем честь видеть сегодня у нас в гостях талышей, потому что хотя бы частью, но они в Россию Да, и попали. та часть, которая вот, скажем так, в российской части остались, они сблизились вот с российской вот культурой, и вот, в принципе говоря, вот благодаря вот тому вот как раз таки мы и здесь. И тут я хотел бы там подчеркнуть один нюанс. После даже, скажем так, присоединения, если во всех остальных ханствах власть ханов была полностью упразднена, то в Талышском вот ханстве она была сохранена вплоть до 1840 года. То есть вот ханство фактически оно То есть существовало. это была некая такая автономия. Автономия некогда в составе, скажем так, Российской вот империи. Но, как я отметил, ханство было разделено на 2 части. Вторая часть, которая осталась в составе вот Иранской империи, она тоже там обладала некой вот автономией, и уже она вот сохранила свою полнезависимость вплоть до 1922 года. То есть до начала вот 20 века, и была упразднена Резаханом Пехлеви. За что он и потом и поплатился. А скажите, пожалуйста, ну дайте все-таки от исторических событий до таким обычным наши любимые темы. Как знакомиться, как сватаются и как женятся талыши? Кто будет рассказывать? Кто готов рассказать? Скажет. Нет, друг на друга кивают. Давайте я, так сказать, Гамлет, давайте вы. Ну, сейчас талыши, если даже по кадрам, если мы посмотрим, у иранских талышей еще сохранился старый обычай. Вот сейчас, да, мы смотрим? Да, вот у иранских талышей у них еще сохранился, вот как невесту из дома, вот, да, и транспорта не было тогда еще. Вот. Но северная часть талышей, скажем так, они больше европейные, они уже все новые, вот, скажем, моды современных свадеб у талышей существуют. И минус в этом тоже есть, что мы много чего национального теряем. Вот, скажем, все современное, и машины, и обычаи, и свадьбы. Ну, слава богу, хотя бы иранская часть все это сохраняет. Например, в иранских свадьбах, там на свадьбу женщина одевает национальную талышскую одежду. А в северном части талышей, которые в Азербайджане, они сейчас одеваются более так, современную одежду. Модно одеть современную. А в иранском части они национальную старинную одежду одевают женщины. А скажите, ну вот это уже свадьба, а вот как знакомиться? Вот, понятное дело, Ну, сейчас... знакомиться тоже сейчас более современный мир. Да, Знаете, но вот имеется в виду традиции. Да. Я извиняюсь, знакомиться можно по-разному. Вообще Так. в древности было так, в основном, да, ходили друг к другу в гости, еще когда дети были маленькими. Родители ходили. Родители, да. Ну, одна семья к другой семье, там вот так дети знакомились, росли вместе. Вот таким образом сватались, женились. Ну, по-разному, на свадьбах. Вот сейчас
Но дети, там, юноша, девушка могут сами как-то познакомиться. Я понимаю, что сейчас возможно, а до этого всегда родители принимали решение. То есть никто сам... Большинство случаев. Да, большинство случаев, да, родители. А насколько сложно было сосвататься? Потому что тут нам рассказывали истории о том, что, так сказать, первый раз, ну, там, в другом народе, первый раз приходили, и даже, вот, так сказать, как-то просто выслушивали, говорили, хорошо, мы подумаем. Во второй раз там чай подопоить. У нас тоже, да. Да? Тоже, да. Ну, расскажите тогда в подробности. Тоже так же приняли, не согласились, тоже так... Ну, даже если, скажем, как вы говорите, если, скажем, талышки и талыш парни тоже учатся же в вузах, могут познакомиться. Это те, которые вот родители не видят. Они познакомились, скажем так, влюблялись. Но все равно конечный итог сейчас принимают родители. Они должны сказать родителям. Родители потом как-то через какие-то люди изучают, что за люди, кто он такой. А на что смотрят? Вот, ну, какие вот, ну, в первую очередь, я бы сказал, что талыши более... Вот, как у всех народов, тоже по-разному. В первую очередь культура и его вот насколько они вот воспитание. Род семьи, из какого рода. На все это обращается. А есть вот какие-то, ну, так сказать, я сейчас не буду просить назвать там имена и фамилии, да, но вот какие-то есть роды, которые, так сказать, более, так сказать, уважаемые, есть которые поменее, или... Ну, сейчас уже были когда-то, но сейчас уже... Потихонечку это нивелируется. Да, нивелируется. И вот потом вы сказали насчет чая, да? Если есть согласие, ну, не везде одинаково. Где шарбат выставляют на стол? Что это такое? Не, если приняли решение, что... вода. Ага. Если то приняли это решение. чай сладкий, это знак согласия. То есть... Да, то есть девушка там родителям говорит, что я согласна. Но все-таки Если сейчас у нас... Пришли в гости. Сейчас у нас более, как бы, как вот это сказать, ну... Прислушиваются. Да, прислушиваются, да. Вот сейчас уже немножко по-другому, и я считаю, это правильно. Насколько это все-таки скандал, когда вот родители, например, против, да, а молодые сказали нет, ну, у них же есть возможность взять и жениться там друг на друге. Ну, в этом ситуации тоже вот все будущее, их судьбу, вот родители, даже если такая ситуация, привязывают к этим молодежи. Вот вы сами выбираете и вот до конца сами за себя отвечаете. То есть тогда помощи не будет? Нет, будет помощь. Вдруг там что-то разногласие будет, ответственность за вами будет, то есть за молодежь. Ага. А так всегда можно сказать, вы папа, мама, вы выбрали, вы расклевываете. Да, но нельзя вот прямо точно говорить, что это так. Вот может быть и разные ситуации. Ай, как все тут... Знаете, еще один момент, который был сейчас за эфиром, когда разгорелась полемика, жаркая полемика. Когда на самом деле Талышский Новый год? Были разные версии, давайте уже, когда Талышский? И вообще, самые талышские праздники, которые празднуются традиционные. Традиционно это... Давайте ресторатору, давайте слово дадим. Вот, где праздник, там и еда, пожалуйста. По моему опыту, Талышский самый святой праздник у Талыша, этот Навузаид, праздник Новруз, который праздник от пророка Заратустра остался нам. И, конечно же, мы его отмечаем на высшем уровне. Даже стол, талышский стол, вот, Навуза, стол праздника Навруз украшается нашими блюдами. Обязательно должен быть рыба, лавангин, которая называется из кютума рыба, кютум должна быть. Да, тара должна быть, это на столе, потом из зелени готовится тоже с гранатами. А это можно считать его Новым годом или это все-таки отдельный праздник? Ну, это и есть Новый год. Новый год. А когда это тогда? По нашим... Когда же в этом году? Если... 21 марта. 21 марта? 21 Это всегда 21 Всегда с 20 на 21. Всегда 21 скажем так, марта. И, даже исламском, до этого исламский календарь, да, тоже 21-20 марта, оно считается Новым годом. Кстати, это вот астрологический Новый год. Астрономический. Астрологический Новый год, то есть самый точный Новый год, потому что это... По капельке добываем это связано информацию. с тем, что... В Библии тоже День равноденствия. Я понимаю. Наши предки, точнее, один из наших вот предков, это было медийское племя магов, которые именно особо занимались вот астрономией. И они как раз таки вот вычисляли точные даты. Астрономия, да. И вот они как раз таки вот вычисляли все эти вот даты
по часам даже. И даже есть такое, что когда родился пророк Иисус, вы знаете, что к нему пришли волхвы. Да. Эти волхвы как раз-таки были медийские маги. Медийские маги, Сейчас которые по звездам вот определили, что родился новый пророк. И это были талыши. Одни из наших вот предков, можно и их считать и предками и всех остальных иранских племен, но они, скажем так, вот играли в нашем вот этногенезе одну из основных Давай, ролей. зевни сейчас 3 раза уже, чтобы 5 минут не зевать потом. Неожиданно я Да, слышу. и про чаршамбу еще. Давайте, я сделаю сейчас очень важное, между прочим, замечание, потому что я здесь тоже использую магию, вот пытаюсь свою ведущую загипнотизировать, то усыпить ее, то наоборот пробудить ее. Он нам не тренируется, да. Да, я хочу сказать, что у меня не очень получается, то ли дело у индийских магов. Кстати, индийских магов, друзья, нельзя путать с факирами. Потому что маги были настоящие, да, факиры это немножечко обманщики, фокусники. У нас к вам вопрос, знаете, такой очень важный. Как талыши признаются в любви? На талышском это услышали. Не-не-не, смотрите, здесь вот в чате пишут, что талыши одним словом не признаются в любви к женщине. Нет, это целый процесс, который озвучивается согласно традиции талышей. А ведь это важный момент в жизни. Хотели скрыть, да? Придется рассказывать. Кто решил? Опять историку Я отдуваться. слишком много вот говорю, минутку поэтому вам я стараюсь вот подумать. мало говорить. И там, кроме всего, я позже передачи, я не хочу вот повторяться, но все равно, скажем так, придется, наверное. Ну, много слов говоря, это знаки внимания. Уже знак внимания, какого-то внимания у талыши воспринимается очень вот серьезно. Значит, парень заинтересован в девушке. А если... Просто так комплимент нельзя сделать. Даже если он какой-то знак внимания сделал, это уже серьезно. То есть, Цветочек подарил, все уже, да? ну, смотря с какой вот целью. Если вот на день рождения, то да. Если просто так, то значит у него есть намерение, а у талышей намерения только могут быть серьезны. А я слышал уже вот эту поговорку, да, о том, что, так сказать, ну, расскажите вы эту историю о словах сказанных и несказанных, пожалуйста. Да нет, ну это общая поговорка. Она Это не общая поговорка. Она не относится к сути дела. Просто мы являемся хозяевами несказанных слов. А сказал, то все уже. Значит, если ты что-то сказанных сказал, мы то ты являемся уже... рабы. Или сделал, то ты уже Да, раб этих слов, и ты уже обязан это делать. Абсолютно верно. Кстати, история, американцы, я думаю, вот когда познакомились с культурой талышей, они стали вот уже серьезно относиться ко всяким недосказанностям, взглядам. Чуть что в суд подают. Ах, ты пристаешь ко мне. Хорошо. Ты не то мне сказал. Слушайте, прекрасная история. Спасибо вам за это большое. А мы возвращаемся сейчас к нашим светлейшим гостям, талышам, в студию, к Руслану Орехову. Руслан, а он, наверное, с ними общается там и А договаривается, ты как в он к чате ним почитай, поедет в смотри. гости. Я тебя люблю по-талышски. Попробуй это произнести. Вот он, видишь, он там что-то соответствующее. А здесь что Попробуй, написано? скажи, я тебя люблю А, по-талышски. вот смотрите, здесь пишут, что по-талышски фраза «я тебя люблю» звучит так. Азба ты ашигим. Астан пида. Хорошо. Что-то как-то совсем по-другому оно звучит. Не то я что сказал. От наших гостей. Тысячи извинений, если что. Работает. Сейчас дайте нам слово, и мы скажем, как это правильно звучит. Вот вам слово и дело, пожалуйста. Ну, пока вам все слова сейчас у вас, Анар, так что сначала как звучит по-талышски «я вас люблю». Асбаты Ашигим. Вот так вот. Несмотря вырос в Баку, но знаю этот талышский язык прекрасно, потому что это родной мой язык и древний язык Азербайджана. Да. Хорошо. И, знаете, а теперь давайте уже полностью план. Вот мы находимся, как сказать, за этим прекрасным столом. Рассказывайте, что здесь что. Сейчас маленький малый блюд, да, из талышской кухни покажем вам. Вот приготовили и принесли к студию. И прошлые передачи тоже отправляли. Несколько блюд, где-то 8 видов было у нас, наверное. Не знаю, доехало сегодня ничего, да. Да, сейчас тоже собрали основных блюд, потому что впереди праздник Навруз будет, и всех заранее поздравляем с праздником. И будьте дома готовить. А секреты вам не мы дадим. к вам придем. Да. Вот, Давайте по порядку. С чего начинаем? С чего начинаем? Начнем из плова. Вот этот называется в нашем языке шивит-пло. Вилочку вот возьму. Вот такой. Из баранины голяшки покажу, сделали. да. И шивит это укроп.
Плов из укропа, да, гранату мы украшаем, сервируем его, а вот внутри баранья голяшка или говядина голяшка можно сделать, так что вот это называется шевит плов. А дайте я вилочку, могу я попробовать ее достать, пожалуйста, чтобы там... Пожалуйста. Вот. Сейчас вот так слюнки поднять, потекли, вот оно, да, нежное мясо. Да. Да. А это глиняная посуда в нашем языке дизя называется, она дизя, вот этот. А все это, все готовится, вообще вся кухня такая в глиняной посуде? В древнее время основные люди пользовались глиняной горшок, поэтому в нашем Талышском регионе тоже готовят, тандыры готовят из глины, вот сами делаем до сих пор, это сохраняется, это обычай, вот, и вот готовим для блюд вот такие посуды, чтобы люди смогли пользоваться. Еще один плов. Этот праздничный плов из кишмиша готовим тоже, вот тут этот да. Сладкий. Да, сладкий плов. Здесь изюм и рис, да? Изюм, рис, да. Обычно эти плов мы готовим в праздниках. А ежедневный плов у нас обычно рис, вот варим так. И можем к рису... Подождите, да. я все должен показать. Да. Обычный плов, просто рис и две курицы. Нет, курица это, наверное, всем ясно, это лявангин, называется в нашем языке. Лява это живот, а гин это начинка, который спрятался в животе. Вот этот, это цыпленок. Есть? А к этому плову... Подождите, он фаршированный чем-то? Нет, это обычный рис мы варим. Я объясняю. К этому рису у нас есть больше 50 видов начинок. Начинки это что? Вот тыршик кавурма мы готовим. Сейчас, подождите. Да, вот сейчас объясняю, вот дома. Мы варим рис, и к рису можем разные начинки готовить. Начинки из мяса, из курицы, из рыбы, разные. Вот этот один из популярных в нашем Талышском регионе, вот начинка, которая называется тыршик кавурма. А вот эти шарики, это из чего? Да, этот из говядины мяса, вот этот и кислый. Там добавляется зелень, алча и албухара добавляем. Но нет, если у кого-то нет албухара, мы добавляем туда этот лимон. Выжимаем, и вот у нас получается кислые начинки из говядины фарша. Тефтельки маленькие. Маленькие, вот я хотел назвать это тефтельки, да? Да, маленькие тефтельки, да. Вы не торопитесь, слюнь-то выделяются. Да, так быстро. Мы тоже голодные, можно захлебнуться в конце концов. Руслан говорит, что все молчат, на самом деле голодный, поэтому молчим. То есть надо талыша надо сначала накормить, а потом сначала кормить, мы наоборот сделали просто. Ну, знаете, есть формат программы, который не всегда вписывается в древние традиции. Так, вот это еще одна начинка, правильно? Это начинка, наша очень древняя начинка. Это сладкая начинка называется. Древняя, но свежая. Да, древняя. Мало где-то готовят, но мы традицию сохранили, до сих пор его готовим. Готовим это из говядины мяса, луком жарим его, а это называется... Там еще кишмиш, да? Да, есть кишмиш. Есть кишмиш, сладкое. Значит, это называется, где-то гатырым называют его, где-то яхны называют его. Вот этот. Как-то. А что у нас на десерт? А вот и говядина, да? Да. Начинка вот такая, начинка. Хорошо, так, давайте вот это рыба, да? Это то, что вы называли на это самое... Это тоже очень популярное блюдо среди талышей. В Азербайджане очень много готовят его. Это называется сырдак. Сырдак это из рыбы мы готовим. Особенно мы его готовим из рыбы асатрины, каспийской асатрины, где у нас ловят его. Вот готовим это. Сегодня у нас, конечно, приготовили мы из сазана рыбы. Вот это очень вкусно. Да, после передачи попробуйте, потом вы скажете. Да, нам уже, да. И не хочешь так говорить, не хочешь расставаться, ну да, как-то торопит. Сазан прям тоже как название, живой, вот смотрит. Все, что есть, эти блюда, Руслан. Секундочку, я вижу тыквы. Тыква, вот это тоже... Ее надо разделать, да? Да, разделать. Это подсказывает, это не просто тыква, это особое. Давайте я помогу. Так, секундочку, мы вот сейчас накроем и освободим немножко места. Да, место освободим. Так, у нас освободилось. Мы его заберем. Давайте я возьму, чтобы не уронить. Вот оператор. Сначала покажем. Да, оператор. Многие думают, мы так издеваемся над оператором. Мы им показываем, а потом не даем. Она запеченная, многие думают, что внутри. Сейчас покажем вам, что внутри, на самом деле. А сейчас тыква немножко похожа на печеное яблоко. Сейчас крышку мы берем, крышку убираем. Так. Вот это плов из... Давайте я подержу микрофон, вам будете говорить. Это плов из дыквы. Мы его режем. Режем вот этот лаваш ставим, режем. Вот такой. Это лавашом был накрыто, да? Да, вот. Мягкая тыква, внутри плов Спрашивают, есть ли там мясо, нет там мяса. Это для нас, для вегетарианцев. Это очень полезно для организма.
да, Прям организм радуется уже, когда смотрит на это. Да, на поэтому и талыши долго живут. Это секрет, вот один из секретных блюд, который постоянно дома талыши готовят. Из дыквы очень много блюд мы готовим, на самом деле. Вот готовим жидкое блюдо, аш называем, куаш, куаш. Да, куапло называется плов, который ку в нашем языке это дыква. А вот аш слово, это аш у нас первое блюдо все называется. Да. Каким-то созвучно. Хаш слово, этот со временем стало хашем. На самом деле это каш. К в нашем языке дома, аш это первый. Это первый, который постоянно пользовался дома. Поэтому этот называли его каш. Возвращаясь вот к этому красивому плову, а рис варится в тыкве или туда уже вареный туда закладывается? Не, мы варим, добавляем туда этот тыкву и вместе вот, с тыквой вместе, да. Вот, накрываем лавашом и запекаем. Запекаем его, да. И получается у нас так плов из тыквы. Вот плов из тыквы. Это, вот да. Тарелочка. Давайте выложим. Да, выложим сейчас вам. А тут меня спрашивают в ухо, есть ли сладенький десерт. Отвечаю. Она сладенькая, вот это вот говядина, а вкусная сладкая, пожалуйста. И тыка. Что? Микроволновку. Микроволновку? Нет, никаких микроволновок. Тандыр построим ради такого дела. Так, потихонечку, не спешь. Так. Надо по чуть-чуть. По чуть-чуть. Хорошо. Вот так вот. Я верну микрофон, а сам покажу вот это вот. Вот как секрет долголетия талышей. Мы уже рассказывали об этом, но вообще они все живут до 150 лет. Абсолютно верно. И готовим крем-суп из дыквы тоже по талышскому рецепту. Сейчас я маленький кусочек съем, я хочу прибавить себе пару-тройку лет. Очень вкусное блюдо, да. Дома можете приготовить. Да. Я чувствую, как я наполняюсь молодостью и красотой. В прошлый раз вы рассказывали о том, что талыши не едят хлеб. А тут я вижу лаваш, и на роликах мы видели о том, что они... Давайте вот туда поставим. Да. В тандырах пекут лаваши. Так в чем... Где правда? Правда, я объясняю. Вот этот, значит, я сегодня в студию привез лаваш. На самом деле, многие народы лаваши готовят. Все по-своему готовят свои лаваши. Вот в основном в Азербайджане популярный лаваш. Вот наш лаваш, я вам показываю вот так. Многие не объясняют. На самом деле, не смотрят, какой народ как готовит лаваш. Вот в Азербайджане сами известен лаваш. Вот этот. Я почему объясняю? Ну, лаваш, слово, это тоже древний талышском языке. Вот этот, почему? Лаву, вот. Обозначение. Вот лаву, вот это в нашем языке обозначает. Это вот, скалка такая. Скалка, да. Вот, вот именно это называется лаву. А вот мы когда вот лаваш тесто ставим и раскатываем тесто, у нас получается вот круглый лаваш, который и уж, слово уж открывать в нашем языке. Вот на сердце знает, да, уж. Поэтому получается слово лавуш. Да, многие просто в самом Азербайджане сейчас язык азари и турецкий язык смешаны. Многие не могут найти вот его ответ и как сказать вот что обозначает лаваш. И многие народ тоже не могут. А вот это на самом деле надо искать не там, а надо искать. Это на талышском языке вот лаву. А уж это открыть. А открываем-то что? Лавуш. Вот тесто открываем, получается, да, раскатываем у нас, тесто, да, вот раскатываем этой тесто, да, и получается, скалкой. да, у нас, да, абсолютно верно. Вот этот. А вот наш лаваш вот так мы его готовим. Лаванги я вам показал, как все это выглядело, да. Знаете, как сказать? Столько, как сказать, уже, может быть, достаточно слов. Немножечко не хватает музыки. Скоро будем это все пробовать. Все что вот этот. На самом деле... Знаете, еще один такой вопрос. Вы же ресторатор, да? Да, ресторатор. И где можно в Москве все это попробовать? Все во многих студии вечерней Москвы. Во многих ресторанах вот готовят. Ну, например, основном, если вы желаете, можете к нам приехать. Вот, конечно. да, давайте. Мы находимся в Перово, Зеленый проспект, дом 20. Это здание управы, первый этаж здания управы. Вот долгое время работаем там. Зайдете. Долгое время работаем. И вот, спасибо нашему, я забыл, конечно, шеф-повар наш обидится, кто готовил. Наверное, смотрит сейчас. Шеф-повара нельзя. Спасибо нашему Джангиру, нашему коллективу Галю.
Да. Очень, я чуть-чуть попробовал, очень вкусно, большое спасибо. И Фариду, наш Бута Продакшн, да, тоже старался с нами вместе слайды готовить, ролики готовить. Все он нам для нас сделал. Молодец. Тем временем люди очень находятся под впечатлением вашего искусства и, конечно, выясняют в первую очередь, замужем ли вы. Женаты. Джангир, вот, в смысле, да, женат ли он, женаты ли вы. И пишут, что, да, счастлива та женщина, которая замужем за поваром. За таким мастером. Я же понимаю, что тебе сейчас тяжело говорить. Слюна вот это вот, да, мешает. Еще не пишут, будем что тебя у нас мучить. слюни до колен в чате, потому что Да, люди да. смотрят, Хорошо, давайте мы сейчас вернемся за стол. У нас, Спасибо в принципе, большое. большое Спасибо. вам спасибо. Осталось только представить наших гостей и завершить нашу сегодняшнюю встречу, очередную встречу. Я хочу все-таки музыкой. Но сначала наши гости. Итак, сегодня древний, прекрасный, гостеприимный, сдержанный, красивый народ талышей представляли Амид Гасымов, рэпер, основатель талышского рэпа. Если хотите найти его клип, наберите латинскими буквами Амид ТТ, и вы насладитесь этим, его творчеством. Рамзит Джабарлы, музыкант. Адиль Насиров, руководитель Талышской национально-культурной автономии в Москве. Спасибо вам большое за эту прекрасную встречу. Вугар Салаев, историк-исследователь, руководитель Союза талышской молодежи. Закир Насиров, фотограф. Анар Байрамов, ресторатор. Вам отдельное спасибо. И Гамлет Мамиев, представитель Союза талышской молодежи. Спасибо большое. Ну а завершим нашу встречу прекрасной музыкой Рамзит Джабарлы. Пожалуйста, выходите к микрофону. Еще раз насладимся этой космической музыкой. Да, пожалуйста. И сейчас вот прекрасное завершение нашей сегодняшней встречи.